Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем расскажем. Татары всей России на одном Майдане. Сабантуй – это не праздник только татар-башкир, это общий праздник. Федеральный Сабантуй в Новосибирске как национальный праздник объединяет, расскажет Вероника Гайнудинова. Снижают затраты, повышают зарплаты. То есть мы снизили трудоемкость, мы увеличили время потекания процента. Как в России в ближайшие 5 лет собираются повышать производительность труда, знает Сергей Хайдаров. Право на помощь. Конституционные права были нарушены. Здоровье, оставленное на работе, и деньги, улетевшие в трубу. С какими вопросами сегодня обратились к уполномоченному по правам человека, расскажет Рамиль Шайдуллин. Земля есть, инфраструктуры нет. Дальше вот кирпичный дом стоит. То есть движение какое-то пошли. Сколько многодетных семей в этом году получат земельные участки, расскажет Рамиль Галиуллин. Татары со всей России на одном Майдане. В Новосибирске прошел федеральный Сабантуй. Масштабный национальный праздник собрал тысячи гостей из 35 регионов. У Татарстана и Новосибирской области не только дружеские, но и деловые отношения. Товарооборот между регионами сейчас 3,5 миллиарда рублей. Будет больше. В дни Сабантуя подписано еще одно соглашение о сотрудничестве. Подробности визита у Вероники Гайнудиновой. Морские валенки, куклы ручной работы, национальные блюда. Все из Татарстана за 2000 километров от республики в Новосибирске. Татары со всей страны отмечают Сабантуй. Готовы? Готовы. На суд гостей традиционные народные игры. Правила губернатору области объясняет Рустам Миниханов. Здесь же интерактив, татарское подворье. Президент знает толк в настоящей лапше. Чем мелочи делает, тем больше шансов выйти замуж. Праздник плуга отметили на набережной реки Обь в самом центре города. Сибирская земля федеральный Сабантуй принимает в 3-й раз. Новосибирск впервые. До празднования двусторонняя встреча. Дружественные связи региона укрепили соглашением о торгово-экономическом, научном и культурном сотрудничестве. Горизонтальные связи, они очень важны. Регионы – это Новосибирский регион, огромный рынок для нас. Татарстан – огромный рынок для Новосибирской области. Поэтому мы искренне благодарны. Во-первых, и соглашение подписали, и пообсуждали по многим тем направлениям, которые связаны с нашими проектами. Важность отношений между регионами отметил и губернатор Новосибирской области. Наши ученые поставляют технологии татарским нефтяникам. Мы подсмотрели проект регионального волейбольного центра, строим на основе проекта Казанского. У наших авиастроителей совместные изделия. Мы с общими усилиями изготавливаем самолеты. У каждого региона есть что посмотреть и воспринять. В принципе, у Республики Татарстан есть очень много хорошего. Да, и Республика Татарстан сегодня в составе лидеров с точки зрения инвестиционной составляющей, развития отраслей экономики. Новосибирская область не очень сильно отстает. В Новосибирской области проживает более 24 тысяч татар. В регионе работают и татарские общественные организации. Самых активных президент отметил республиканскими госнаградами. Вероника Гайнудинова, ТНВ, Новосибирск. А их на Сабантуй не пустили, но трудовые права не нарушили. Таков результат проверки прокуратуры Балтасинского района. Напомним, на прошлой неделе сотрудники агрофирмы «Татарстан» пожаловались, что их лишили возможности отдохнуть на празднике. Об этом писала газета «Вечерняя Казань». Руководство в ответ на претензии, по словам работников, объявило, что Сабантуй для гостей. Были проверены локальные правовые акты. Было установлено о том, что издан приказ директора 8 декабря объявляется выходными днями. Те, кто посменно работает и работает в животноводстве, которых производство нельзя ни закрыть, ни приостановить, они работают в обычном режиме. К теме Сабантуя мы еще вернемся, а пока к другим новостям. В Казани может появиться Евразийская парламентская ассамблея. С таким предложением сегодня выступил Фарид Мухаммедшин на 8-м Евразийском научно-практическом форуме. Обсуждают интеграцию стран и модернизацию их отношений. Как планируют решать эти задачи, мнение выслушал Салават Мухаммадуллин.
Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия – Европейский экономический союз. Куда он движется, как увеличить доходы его членов и как еще больше можно интегрироваться? Ответы на эти вопросы сегодня ищут в Казани. Кого-то волнует заполняемость транспортных коридоров, кого-то количество денег в обороте, третьи предлагают мирный мир. На 8-й в истории Казанский научно-практический форум приехали десятки ученых, плюс представители ЮНЕСКО и бизнесмены. Мы как раз для того, чтобы здесь поднять вопрос о том, что необходимо создавать науку о мире, для того, чтобы наука о мире искала источники финансирования миротворчества. Когда люди торгуют, когда люди обмениваются идеями, когда люди делают интересное общее дело, особенно вот в рамках миротворчества, они не воюют. И на пути к интеграции ученые предлагают новые модели глобализации, модернизацию отношений регионов и изменение правовых норм. Кстати, законам на форуме отдельное внимание. Мы таможенный кодекс приняли в прошлом году. А он потребовал сразу изменения 42 законопроектов. Кроме того, что мы его ратифицировали, потом надо, 40 с лишним законов менять. Как раз чтобы облегчить принятие новых кодексов и соглашений, предложение от спикера Госсовета Республики. Что весомый вклад в развитие диалога внутри Евразийского экономического союза могла бы внести парламентская ассамблея ЕАЭС, призванная подключить депутатский корпус государств-участников к этим процессам. На форуме предложили создать и региональные центры по анализу международных связей и сделать реестр международных связей регионов России. Салават Ухмадуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Сокращение расходов, обучение персонала и кредиты по минимальным ставкам для предприятий. «Единая Россия» продолжает контроль за реализацией нацпроектов. Сегодня говорили о том, как будут поддерживать занятость. Так, до 2024 года производительность труда в Татарстане должна вырасти на 4%, а поддержкой со стороны правительства смогут заручиться несколько сотен предприятий. Что дает нацпроект уже сейчас, расскажет Сергей Хайдаров. Это один из крупнейших заводов по производству резины. «Кварц», сотни сотрудников и тысячи наименований производимого товара. Последние полгода предприятие участвует в нацпроекте повышения производительности. Завод уже сократил расходы и повысил эффективность. Люди уже получили надбавки к зарплате. То есть мы снизили трудоемкость, мы увеличили время потекания процента. Получается, нацпроект выполняет роль кризис-менеджера. Приходит в предприятие, выявляет ошибки, думает, как их устранить и повысить прибыль. Татарстан его реализует одним из первых. Сегодня только 20 предприятий. Наша задача до 63 предприятий мы должны обязательно довести количество тех коллективов, которые участвуют в этом году в данном проекте. По планам, рост производительности труда в нашей республике уже за ближайшие 5 лет должен вырасти на 4%. Причем это не пределы мечтаний, а минимальные цели. Еще одна такая цель – вовлечь в этот проект больше 350 предприятий уже к 2024 году. Проект способен решать комплекс задач. Эффективное производство хорошо, а кто кадры будет обучать? Обучаются руководящие кадры, инженерные работники, мастера, начальники участков, начальники производств. И, соответственно, самое главное, что действительно это те предприятия, где происходят процессы модернизации, обновления. Кроме того, участники проекта могут рассчитывать на финансовую поддержку. Если помимо организационных мероприятий там требуется вложение в оборудование, требуется изменение технологий или покупка программного обеспечения, можно, например, под 1% годовых получить займ в фонде развития промышленности. На заседании фракции депутаты приняли решение вести контроль за реализацией этого нацпроекта. Он должен не только повысить качество производства, но и уровень жизни населения. Сергей Хайдаров, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Кто ответит за здоровье? Жительница Бугульмы Венера Мананова не может добиться от своего бывшего работодателя компенсации за вредное производство. Женщина считает, из-за работы она потеряла здоровье. За помощью она вместе с другими татарстанцами сегодня пришла на прием к уполномоченному по правам человека. Чем помогут обратившимся, узнал Рамиль Шайдулин. Руководство предприятия нашего не сообщала работникам, что мы были по вредному производству. Это обернулось 80% потери здоровья, а дальше простым увольнением, говорит Венера Мананова. Она около 20 лет работала оператором котельной. Шум, вибрации и высокая температура сделали свое. Уход на больничный, а следом запись в трудовой. Уволена. С таким диагнозом вакансий нет. Вся проблема в том, что сейчас это может быть доказано только в судебном заседании, что ваша должность, она приравнивается к должности опасное производство. Об этом, уверяет женщина, не знал никто в коллективе. По ее словам, работодатель не предупредил, что их рабочий процесс ведет к профпатологиям.
Здесь мои права, человеческие, конституционные права были нарушены руководством предприятия, где я очень долго работала. И я надеюсь, что все-таки будет какое-то положительное решение по поводу моего обращения. Впереди обращение в суд. Подключиться к разбирательству хотят и уполномоченные по правам человека, и Государственная трудовая инспекция в качестве третьих лиц. Важно, а, выявить, было ли точно на предприятии вредное производство, и, б, пострадала ли женщина именно от него. Ну, кто-то по желанию уволился уж, кто-то уж. Что делать, когда месяцами не платят зарплату? В случае коллег из Высокой горы тоже идти на прием. Последнюю зарплату они видели еще в апреле. Когда получат следующую, никто не говорит точно. Нужно обратиться и в республиканскую комиссию, и в районную комиссию, потому что здесь не только зарплаты, здесь должны решаться и вопросы оказания содействия в трудоустройстве. Может быть, пригласить руководителя данного предприятия, который сегодня попал в такую трудную ситуацию, на мой взгляд. Вопросы зарплат, работы и обеспечения жильем. На еженедельный прием люди пришли с самыми разными вопросами. По каждому приняты решения. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Как кадровые перестановки ударили по зарплатам главврачей республиканских клиник. Кто выиграл, а кто проиграл. Об этом читайте в интернет-газете «Реальное время». Многодетных семей в Татарстане становится больше. За 7 лет работы программы по выделению земельных участков количество очередников выросло в 10 раз. Так, для казанских семей в этом году начали осваивать новые территории в Высокогорском районе. Но, как рассказали на деловом совещании в мэрии Казани, отсутствие коммуникации остается основной проблемой. Так будут ли ее решать, спросил Рамиль Галиуллин. В таком хорошем, красивом месте. И недалеко от дома. О собственном доме семья Дусаевых мечтала давно, но строить начали лишь в прошлом году. Соседей по пальцам пересчитать. Хотя выделять земли многодетным в Высокогорском районе начали 6 лет назад. Не могут начать, нет коммуникаций. Год назад провели электричество. Соседи застраиваются, начали строить. Дальше вот кирпичный дом стоит. То есть движение какое-то пошло. Таких многодетных, как Дусаева, сейчас все больше. В 2019-м пришлось выделить новые территории под заселение. У деревень Яшкещ и Дачная 1388 участков. В прошлом году земельными участками около Казани были обеспечены более 1300 многодетных семей. Большинство из этих участков были распределены около поселков Сакуры и Каймары. Но заселять их пока не спешат. Как рассказали в исполкоме, инфраструктуры нет. Прокладка газопровода и канализации, обеспечение электричеством – сложный вопрос для бюджета. Постановлением Госсовета Республики, Министерство строительства и архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства создается рабочая группа на уровне республики по как раз обеспечению всей инженерной инфраструктуры поселков, предоставленных многодетным семьям. Надеемся, что это даст определенный толчок развитию территории. Дефицит земли – еще одна из озвученных проблем. Как рассказали, за 7 лет количество многодетных семей в Казани выросло в 10 раз. Надежда остается на федеральные земли. Сейчас решается вопрос о переводе на баланс города более 1500 гектаров в Высокогорском районе. Несмотря на то, что кому-то ожидание своего участка кажется долгим, работа по поиску земли, выработке договоренности с федеральными и республиканскими структурами, оформлению решений по передаче земли для этих целей, межеванию, проектированию и дальнейшему распределению среди многодетных процесс сложный и требующий много времени. Со старта федеральной программы бесплатные участки получили более 5500 многодетных семей. В этом году в очереди еще почти 2000. Рамиль Галиуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Вышел из игры. В разгар борьбы с борщевиком в республике победитель тендера отказался от своих обязательств. Причина – сложная работа. Об этом сегодня рассказал замминистра сельского хозяйства Ильдус Габдрахманов. На данный момент обработано всего 100 гектаров, а нужно в 5 раз больше. На обработку территории от сорняка из бюджета выделили 10 миллионов рублей. Борщевик обычно растет вблизи водоемов, в низинах, а на водоохранных зонах пользоваться химикатами запрещено. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Весь дорожный алфавит разобрал ЮИД. Мне очень понравилось в Казани. Кто стал победителем всероссийского конкурса юных инспекторов, расскажет Елена Веселова. За хорошим настроением в Баландыш. У нас в деревне нету Сабантуи, но недалеко живем. Как Сабантуй отмечают сельчане Туречинского района и почему нужно обязательно посетить этот праздник здесь, узнавала Зарина Ахметова.
Принять эстафету флага WorldSkills готовится Муслюмовский район. Напомним, что за выходные главный символ чемпионата уже успел посетить 4 района Татарстана: Балтасинский, Кукмарский, Кабицкий и Верхнеуслонский. В каждом главы муниципалитетов оставили на нем памятную символику, нашивки с гербом своего района. В этом году флаг ждут еще в 39 районах Татарстана. Завершится его путешествие на мировом чемпионате профмастерства 22 августа в Казани. Весь дорожный алфавит разобрал ЮИД. В Казани объявили результаты всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». В Татарстан съехались 500 юных инспекторов из 85 регионов. Про юных блюстителей порядка в следующем репортаже. Калининградцы, тамбовцы, тюменцы, питерцы и москвичи. Кому-то 10, кому-то 12, но все порядочные пешеходы и добросовестные водители велосипедов. 340 школьников стали лучшими в своих регионах и приехали на всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2019». Мне очень понравилось в Казани, но было не очень-то уж так и трудно. Было очень напряженно, очень тяжело, но мы справлялись. Мне очень понравилось то, что здесь побывал. ПДД, ОБЖ, первая помощь, эрудиция, автогородок и фигурное вождение велосипеда. За 3 дня ребята прошли 6 станций. Дети получили возможность активно и осознанно участвовать в профилактике дорожно-транспортного травматизма. Наглядным примером вдохновлять сверстников и взрослых. Конкурсу «Безопасное колесо» уже 38 лет. Казань принимает всероссийский финал в 3-й раз. До этого в 1986 и 2006 годах. Помимо конкурсных испытаний мы нашли себе много друзей со всей России. Я думаю, что мы будем продолжать общаться с ними и встретимся в детских лагерях. Команда из Татарстана приняла участие вне конкурса как принимающая сторона. Но ребята показали лучший результат в командном зачете и обошли 85 команд. Больше 300 тысяч ребятишек сегодня в ЮИДовском движении. Их надо поддержать, мобилизовать, и чтобы они все вместе сделали единое. Сделали нулевую смертность среди детей, чтобы они у нас не погибали на дорогах. По итогам командного зачета первое место у Калининградской области, на 2-м Липецкая, на 3-м Тюмень. Победители в сентябре представят Россию в Женеве на европейском конкурсе Международной автомобильной федерации. Елена Веселова, Лилия Кашфарова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Правила движения они тоже знают, как таблицу умножения. В Автограде прошел 4-й этап чемпионата Татарстана по картингу на кубок команды КамАЗ-Мастер. В соревнованиях приняли участие гонщики из 13 городов России. Сколько призовых мест завоевала команда Татарстана, знает Ленар Гинатуллин. Чемпионат по картингу начинается с гонок на самокатах. Самому маленькому участнику всего 4. Тут очень весело, но сложно. Но тут надо стараться быстро кататься. Самых быстрых на самокатах награждает 5-кратный победитель ралли Дакар Эдуард Николаев. Приятные моменты, друзья Как мои! признается чемпион, свою карьеру гонщика он начинал именно на этом картодроме. Сегодня здесь присматривает будущих победителей себе на смену. Говорит, самое сложное на трассе — унять внутреннее волнение. Потому что все-таки это дети, и не у всех получается сразу справиться с этим. Вот. Тут больше, наверное, кто вот будет лучше настроен на процесс гонки и справиться вот с этим волнением. Ну и второе — это, наверное, техническая надежность. Соревнования поделили на 6 классов по возрасту участников. Чем младше спортсмен, тем меньше объем двигателя карт-машины. В каждом классе гонок по 2 заезда. Самые маленькие микро, самые маленькие дети. Потом дети от 10 до 12 лет супермини. И взрослые ребята уже от 15 лет и выше. Заезды на трассе картодрома растянулись на 2 дня. Команда КамАЗ-Карт заняла 9 призовых мест из 18 возможных. Ленар Гинатуллин, Валерия Новожилова, Ленар Султанов. ТНВ, Набережные Челны. Знаменитые «Волги» на дорогах страны. Сегодня участники республиканского авто-ретро-клуба «21» отправились в Ярославль для участия в ралли «Медведь». Старт колонне дал президент клуба Фарид Мухаммедшин. Автомобильный турнир, посвященный Дню России, пройдет с 12 по 15 июня. Для участия в ралли колонна преодолеет путь 800 километров. Татарстан представит 10 автомобилей 30-80-х годов.
Самая крупная победа в истории татарстанского регби. Матч против гостей Санкт-Петербурга в рамках чемпионата высшей лиги завершился со счетом 112-3. Команда «Стелла» триумфально закончила очередной тур российского первенства. Игра с командой LTA прошла на стадионе Тулпар. С первых минут подопечные Джейкобуса Нила захватили преимущество и на протяжении всего поединка контролировали ход матча. Напомним, что первую победу наши регбисты завоевали над коллективом «Локомотив Дубль». И возвращаясь к палитре Сабантуя, национальный праздник прошел во многих уголках Татарстана. С одними и теми же забавами, но теплоту и уют особо чувствуют там, где в праздник вложили всю душу. Таким он получился у Рустама Мухаммедшина в селе Баландаш Тюлечинского района. Вот так в Баландыше готовились к главному празднику села. За всем лично следит глава поселения. И подарки принесет, и площадку проверит. Не только сам в гуще событий, но и все свое семейство привлек. Дочки отвечают за праздничную атрибутику. Приехала из Казани помочь родителям. И чтобы у всех остались хорошие впечатления. Сабантуев много, баландышский такой один. Здесь не только местные жители, но и гости из соседних деревень и даже районов. Каждый знает, приехал на гуляние в Баландыш, уедешь с хорошим настроением. В этом году, чтобы подготовить Майдан, нам понадобилось 10 дней. Установили новые сооружения, новые сидения. Все это мы делаем, чтобы праздник у жителей прошел весело. У нас в деревне нету Сабантуев, но недалеко живем. Нравится деревня? Сабантуй здесь очень красочный проводят. И артистов пригласили, и подарки хорошие приготовили. На организацию Рустам Мухаммедшин потратил не один день. Все, чтобы в родном селе праздник запомнили. На посту главы он меньше года, но заслуг у Рустама Мухаммедшина уже немало. На свои средства он восстановил родники и дороги, организовал детский сабантуй. А в этом году, благодаря ему, Баландыш стал самым красивым новогодним селом в республике. Про Рустама Мухаммедшина можно сказать, это настоящий хозяин. В своей работе не жалеет ни сил, ни времени, ни средств. Все, чтобы родное село процветало. Зарина Ахметова, Игорь Романов, ТНВ, Тюлечинский район. А тукаевский Сабантуй запомнился яркими скачками и борьбой верхом на коне. Новшество приветствуем, но традициям не изменяем, говорят здесь. Почему наездники здесь выбрали татарстанскую породу лошадей, расскажет Светлана Звонарева. Несмотря на разнообразие конкурсов и игр на Сабантуе, наибольший интерес публики традиционно к скачкам. В этот раз зрители поразили лихие кульбиты на джигитовке и повеселили детские заезды на осликах. Особое внимание на скачках к новичкам. Впервые показали себя в деле татарстанские лошади. Разводят эту породу в Лениногорске. Ее популяризацию решили начать в Тукаевском районе, а подготовили к забегу челнинские девочки. Это немножко другие лошади, они немножко не объезжены. Их всего-то нам привезли, мы начали их готовить. Лошади чисто татарской породы, которые утвердили свою генетику. И вот в республике сейчас интенсивно развивается будут выращиваться, значит, такие племенные лошади, и мы должны первыми, я считаю, показать состязание на этих лошадях. Национальная порода не единственное ноу-хау нынешних скачек. Удивили зрителей и батыры, оседлавшие лошадей и устроившие борьбу в седлах. Место, где объединяются люди, где хранятся духовные традиции татарского народа. Вот здесь сегодня будет забег чистокровных татарских лошадей. Я еще не слышал, что есть такие лошади, но, оказывается, будет вот забег татарских лошадей. Тоже ведь здорово. В Тукаевском районе планируют и в дальнейшем возрождать национальные традиции. Так, на следующем Сабантуе юноши дадут мастер-класс, как похищать невесту верхом на татарстанских лошадях. Светлана Звонарева, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Тукаевский район. Весело и креативно Сабантуй отметили во всех районах республики. И на лыжах по лугу, и рыбалка в бассейне, и концерт прямо на озере. Татарстанский интернет пестрит роликами. Специально для вас мы подготовили подборку самых веселых и необычных народных гуляний. Мы вам танец, вы нам подарок. Так в Акнанышском районе собирали призы на праздник плуга. Молодец! А это уже дрожжаное. Здесь фору молодым дает дедушка. 18 тысяч просмотров, и его, кажется, не остановить. Ты просто мачо! Пора возинтеграция!
Вообще на танцполе сабантуют 2019 и бабушки, и дедушки, и папы, мамы, и молодежь. Правда, как оказалось, это все были лишь репетиции. Настоящие мокрые танцы устроил Фирдус Тимаев. Народ поддержал. Больше 200 тысяч просмотров, и ролик становится вирусным. Самые креативные даже монтируют его с голливудскими фильмами. Ну а что, по-моему, очень даже неплохо. Песни, танцы и рыбалка в бассейне. Сабантуй в республике отметили, что называется, от всей души, вспомнив и о традициях. В таком темпе в пляс пошли даже мотоблоки. В праздник поля по полю на лыжах. Да-да, вы не ослышались. Кто знает, может, этих татарстанцев через несколько лет назовут родоначальниками нового вида спорта. В общем, на поле сабантуй закончился, оставив за собой приятное послевкусие. Салават Мухаммадуллин, Айгуль Бадрудинова, ТНВ, Татарстан. Вечерний эфир продолжит программу «Вызов-112». Далее о погоде. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска в 21:30. Всего вам доброго. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Самая крупная победа в истории татарстанского регби. Матч против Санкт-Петербурга в рамках чемпионата высшей лиги завершился со счетом 112-3. Команда «Стрела» триумфально завершила очередной тур российского первенства. Игра с командой ЛТА прошла на стадионе Тулпар. С первых минут подопечные Джейкобуса Нила захватили преимущество и на протяжении всего поединка контролировали ход матча. Напомним, что в первую победу наши регбисты завоевали над коллективом «Локомотив Дубль». Следующий матч казанской команды пройдет в Санкт-Петербурге 16 июня. Ее соперником вновь будет ЛТА. Жара и солнце им не помеха. Лучшие корпоративные команды республики собрались на традиционном летнем кубке по мини-футболу «Спорт и бизнес». 16 коллективов, среди которых сотрудники нашей телерадиокомпании, вели борьбу за 2 трофея. Если в первых сезонах корпоративных лиг на турнир заявлялись всего несколько предприятий, то сейчас все больше и больше организаций могут похвастаться своими командами. По итогам чемпионата «Золотой кубок» выиграли представители Банка России. На второй строчке футболисты команды «Казань-Оргсинтеза», Татсоцбанк и Министерство спорта Татарстана поделили бронзовые награды. А серебряный кубок достался новичкам чемпионата, коллективу «Макдональдс». Сотрудники и специалисты HR-отделов к этому приходят, потому что традиционные выезды, там, застолья и так далее, то есть это уже никому не нужно, потому что все понимают, что спорт лучше объединяет. Хоккеист Акбарса Артем Лукаянов не остался в стороне от национального праздника Сабантуй. Нападающий отправился на свою родину в город Альметьевск. Лукаянов был не только зрителем, но и сам принял участие в некоторых забавах праздника Плуга. Хоккеист устроил для болельщиков соревнования в меткости. Кроме этого, провел футбольный матч с местными ребятами. В завершении игрок Акбарса передал эстафету Данису Зарипову и попросил легенду нашего клуба записать видео с другого Сабантуя. Данис Зарипов, я сегодня в Альметьевске на Сабантуе. Передаю тебе эстафету. Попробуй, удиви меня. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Поговорим о погоде через минуту. В Данил Мастер новая акция. Не пропустите, только в июне. При заказе шкаф-купе, комод в подарок. Подробности уточняйте по телефону 2 167 166. Наш адрес – Казань, Восстание, 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики облачно, без осадков, до плюс 28. На северо-востоке Татарстана также пасмурно, плюс 27. На севере Татарстана облачно и душно, 27-28 тепла. На северо-западе республики плюс 27, небо будет затянуто облаками. На юго-западе Татарстана ожидается очень жаркий день, плюс 29. В центре Татарстана 27-28 тепла, будет облачно. Компания «Биотек» представляет комплекс натуральных лекарственных трав «Санатон». «Санатон» обеспечит контроль над эмоциями и восстановит сон.
сильное напряжение, тревожность. Комплекс натуральных лекарственных трав «Санатон» обеспечит контроль над эмоциями днем и восстановит сон ночью. «Санатон» – соната ваших эмоций. Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет набор на 2019-2020 учебный год по направлениям подготовки: журналистика, лингвистика, экономика, теология. Документы принимаются с 20 июня. Телефон в Казани 251 01 55. В Казани будет ясно, без осадков, плюс 27-29 тепла. Ветер умеренный до сильного, атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха пониженная. Жаркая погода может стать причиной недомоганий. Берегите свое здоровье. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. В «Доктор Рост» обращаются с самыми тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов. Более 30 тысяч пациентов нам удалось спасти от необходимости проводить операцию и ставить протез. Приходите в «Доктор Рост». Убедитесь, что вернуться к жизни без боли – это просто.